Султанбаке, здравствуйте. Вот меня как представителя гражданского общества интересует, как вообще государственные органы, муниципальные органы сейчас проводят закупки. Насколько я слышала, они сейчас все закупки проводят электронно. Вот где можно найти информацию, что они хотят закупить, на какую сумму, какие закупки планируют в будущем? Здравствуйте, Алтынай. Хороший вопрос. При Министерстве финансов создан Департамент государственных закупок. Этот Департамент государственных закупок создал портал государственных закупок. На этом портале все бюджетные организации и организации, у которых 50% бюджет составляет государственный бюджет, зарегистрированы и все закупки проводят через этот портал. То есть все свои товары, работы, консультационные услуги они закупают через этот портал. Давайте познакомимся с этим порталом. Адрес этого портала закупки.gov.kg. Можно зайти и посмотреть всю информацию. Какие планы у государственных организаций, какие они подают объявления, с кем они составили договор, на какую сумму. Полностью вся информация на этом портале. Давайте ознакомимся более подробно с этим порталом. Да? Как вообще узнать, какие планируются в будущем закупки? И что вообще уже объявления они подали, что процесс уже закупки начался? На портале есть специальная страница «Планы». Да, если мы нажмем туда, то откроются как бы планы всех бюджетных организаций. То есть в начале года все организации подают свои планы в течение года, какие они планируют делать закупки, на какую сумму. Здесь мы можем посмотреть планы. Например, если мы откроем эту страницу, то мы можем посмотреть управление муниципальной собственности мэрии города Каракуль. Но сумма у них ноль, здесь пока не интересно. Вот можно посмотреть филиал Каракечеда, государственное предприятие Кыргызкөмір. 114 миллионов, да? Давайте здесь посмотрим их. И вот здесь вот на следующей странице полностью расписано, на какую сумму, что они хотят закупить, да? И когда они приблизительно планируют эти закупки сделать. А если меня интересует конкретная какая-то закупка, информация по ней, как я могу найти информацию? Вот на главной странице есть поисковик. Если мы знаем наименование организации, наименование закупающей организации, номер объявления, то мы можем по поисковику найти данное объявление. Мгм. Да? Хорошо, а вот часто возникают жалобы, спорные моменты. Как вообще можно найти информацию о том, какие были жалобы, какие спорные вопросы возникали во время процедуры объявления То закупок? это, можно, извини, по объявлениям конкретно можно, да? Мгм. Да? Ты вот конкретно объявление сделала по Ага. объявлению или мне сразу продолжать, да, тот вопрос? Да? После поисковику, а если конкретно по объявлениям, да? Мгм. Я продолжаю, да? Есть отдельная страница по объявлениям, где даны полностью информация по объявлениям, какая организация дала, на какую сумму, что они закупают, в какой срок они закупают и каким методом они закупают. И также все условия, здесь вот облачко здесь есть, все условия, какие у них технические характеристики, какие требуются, да, здесь можно посмотреть. Это в объявлении. Также, если прошло объявление, процедур прошел, то мы можем посмотреть, кто участвовал на этом тендере или на этом конкурсе, да, кто какие суммы предложил, а также после проведения конкурсов можем посмотреть протокол процедур закупок. То есть протокол вскрытия, да, если мы можем посмотреть здесь, например, Барпинский Айлюк Мөтü для школьника какие-то товары закупали, да? 11 марта как раз в 10:30 у них сегодня было вскрытие. Давайте посмотрим, кто участвовал у них. Здесь мы можем посмотреть, да, вот закупающая организация Барпинский Айлек Мөтü. 9 марта они объявляли тендер. Участвовали на этом конкурсе 4 представителя. ОСО Парпабаева Венера, общество с организацией «Все скидки»,
Самата Валия, частный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, пойти к универсалу. Все они предложили свои суммы, а также какие документы они предложили, и здесь в налоговый, соцфонд у них есть задолженность или нет, здесь информация вся здесь есть. И также можем просмотреть, какую они заявку нам дали, какие у них документы. Да? Следующим этапом мы можем посмотреть, конкурсная комиссия какое сделала решение. Да? Красновосточная Илёк-Мөтү, продукты питания. Здесь вот этот значок, можно посмотреть. Решение конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии ожидается, здесь они написали. То есть планируемая сумма была 308 566, а цена конкурсной заявки 295 080 сомов. Это уже окончательное решение. Да, это окончательное решение. И моменты, возникающие с жалобами участников. На портале также есть страница жалобы, помощь, да, есть жалобы. То есть может на конкурсный процесс пожаловаться кто? Это поставщики услуг, товаров и работ, что конкурс прошел как бы несправедливо или нечестно, а также может пожаловаться закупающая организация, если поставщик предоставил некачественную продукцию или не своевременно предоставил свою продукцию, то есть нарушены были сроки, да, то можно пожаловаться. Также в Департамент государственных закупок создана межведомственная комиссия, которая рассматривает все жалобы и виновников, как бы если это виновники-поставщики, то они принимают решение как бы и включают их в состав ненадежных поставщиков сроком на 2 года. Специально у нас здесь есть список ненадежных поставщиков на сайте тоже, также на портале. И решением комиссии, приказом, то есть Департамента госзакупки, да, они лишаются участвовать в конкурсе где-то сроком на 2 года. То есть я могу сразу заранее узнать, является ли этот поставщик надежным или ненадежным. Да, если были ли у него проблемы. Да. Здесь можно, если этот участник, да, можно отметить, что если участник вошел в список ненадежных поставщиков, то он не имеет права участвовать в конкурсе также. То есть это как бы оберегает, можно сказать, спасает также. Здесь мы можем также увидеть, кто больше всего нарушает. А что насчет закупок, которые объявляют международные донорские организации? Где можно ознакомиться с этой информацией? Также на главной странице есть отдельная страница конкурса, объявленные проектами. Да? То есть данным порталом пользуется не только бюджетная организация, но и донорские организации, которые работают на территории Кыргызстана, и они тоже дают свои объявления в рамках реализации своих проектов, пользуются данным сайтом, данным порталом. Здесь тоже можно увидеть объявления, поданные донорскими организациями, да. Спасибо большое, очень содержательная информация, и надеюсь, будет в дальнейшем проще работать с порталом, увидеть необходимую информацию. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, можно обращаться по указанным телефонам и по электронной почте, указанным на сайте. Спасибо. До свидания.